Опера Федора Васильева «Шевармань» уже давно по праву вошла в золотой фонд чувашской музыки. Ее премьера состоялась в 1960 году. Именно с нее началась история Чувашского государственного театра оперы и балета. Музыка Федора Васильева любима и сегодня. Классическое произведение вновь прозвучало на сцене в рамках ставшего уже традиционным фестиваля чувашской музыки. Первоначальный конфликт, заложенный в опере, он был социальный конфликт. Я думаю, что решение режиссерское, которое в этом спектакле, оно сняло социальный конфликт, но возник конфликт межчеловеческого общения, непонимания, и конфликт, он частично социальный, то есть как социальный он сгладился, конфликт. А я считаю, что вот эти коллизии человеческих отношений, они вечны. Этим они могут быть интересны всегда. Мысль о создании такого сложного синтетического музыкального произведения давно волновала Федора Васильева. Сюжетом стала легенда народного поэта Чувашии Александра Алга. Жители деревни построили Орлану водяную мельницу. Богач невысоко оценил их старания. Ему чужды чаяния простых людей. В погоне за богатством Орлан готов принести в жертву богам самую красивую девушку – Сарби. Роль Орлана исполнил солист Чувашского государственного театра оперы и балета Алексей Петров. Это огромное удовольствие исполнять партии на национальном языке, говорит он. По сравнению с русской, там чувашская музыка ограничена, то есть вжата в определенные рамки. Если за пределы эти рамки выйти, это уже перестает быть чувашской музыкой. И поэтому композиторам очень сложно написать любое произведение именно по чувашским мотивам, а тем более классику, оперу. Конечно же, чувашская музыка оригинальна и неповторима. Благодаря фестивалю эти мелодии находят путь к сердцам зрителей. Это так прекрасно исполнять такую музыку, которая написана на века. Она и раньше исполнялась в разных постановках, и в будущем будет наверняка ставиться еще не один раз. Но эта музыка вечная. Так любой зритель найдет в музыке Федора Васильева что-то свое. То, что близко и понятно именно ему. Очень интересно вот такой колорит, действительно национальный. Ну, так как я не так часто именно на национальной опере бывал, конечно, это немножко необычно, но интересно очень нравится. Драматическая сторона роли важна не меньше вокальной. И, конечно, артисты отдают зрителям частичку своей души. Все так же вращается колесо мельницы, как символ всесильного солнца, защищающего от сил тьмы. Елена Яковлева, Екатерина Янгалакова. «Жизнь столицы».